Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе 158 миллионов выделено в следующем году на единовременные выплаты за рождение детей. Кабмин утвердил целевую программу развития демографии. 13 вопросов повестки дня рассмотрели депутаты Народного собрания на первом заседании осенней сессии. Съезд политической партии «Народный фронт Абхазии», приуроченный к десятилетию организации, прошел в Сухуми. 158 миллионов выделено в следующем году на единовременные выплаты за рождение детей. Кабмин утвердил целевую программу развития демографии. Доходы государственного бюджета в 2026 году составят 9 миллиардов рублей, расходы – 19,4 миллиарда. Предусмотрена поддержка таких ключевых направлений, как сельское хозяйство, малое и среднее предпринимательство, местные бюджеты. Члены правительства также одобрили бюджеты 6 внебюджетных фондов. Заседание Кабинета министров, репортажа Элиты Рутюнян. Главный вопрос повестки дня очередного заседания правительства – рассмотрение проекта закона о республиканском бюджете на 2026 год. Объем доходов госбюджета составит 19 миллиардов рублей, а расходов – 19,4 миллиарда. Доходы республиканского бюджета – 14,3 миллиарда рублей, в том числе российская финпомощь – 4 миллиарда 25 миллионов рублей в целях социально-экономического развития, 1 миллиард в рамках инвестпрограммы на 2026-2028 годы, 250 миллионов на финансирование мероприятий господдержки отраслей экономики на 2026-2028 годы. Расходы республиканского бюджета 14 миллиардов 700 миллионов рублей. Дефицит 426 миллионов. По словам министра финансов Саида Губас, в 2026 году предусмотрено 14 ведомственных целевых программ в сферах здравоохранения, науки, сельского хозяйства, финансов и других. На их реализацию планируется выделить 1,4 миллиарда рублей. Помимо этого, около 500 миллионов рублей будет направлено на мероприятия в сферах образования, спорта и социальной поддержки, молодежной политики. Параметры бюджета соответствуют задачам, которые поставил президент Бадра Гунба, отметил премьер-министр Владимир Делба, характеризуя главный финансовый документ страны. Проект закона о республиканском бюджете на самом деле отражает основные задачи и функции государства в его финансовом обеспечении. И параметры, которые сегодня представлены в докладе министра финансов, конечно, нам задают особую ответственность и особый тон в его исполнении, как по доходам, разумеется, так и по расходам. 19 миллиардов рублей доходы – это, как всегда, по практике исполнения бюджета, это только предусматриваемые прогнозные значения. Исполнение, как правило, всегда мы ожидаем с нарастанием, но посмотрим, как это получится в следующем году. И, соответственно, расходы на уровне 19,4 миллиарда рублей. Дефицит, Саид Гуранович, я так понимаю, дефицит у нас не повлияет на финансовую стабильность в таком объеме, да, в 426 миллионов рублей, да? В рамках бюджета поддержку окажут ключевым отраслям экономики, сельскому хозяйству, малому и среднему бизнесу, местным бюджетам. Члены правительства также рассмотрели проекты бюджетов 6 внебюджетных фондов. Бюджет фонда инвалидов ОВН на 2026 год претерпел изменения как по доходам, так и по расходам. Доходы и расходы бюджета запланированы в сумме 301 миллион 232 тысячи рублей. На реализацию госпрограммы «Жилище 2026-2028» предусмотрено 240 миллионов рублей из республиканского бюджета. Согласно программе, каждый участник может получить финансовую помощь в размере до 1,2 миллионов рублей. Кроме того, на каждого члена семьи участника предусмотрена дополнительная выплата до 100 тысяч рублей. При этом общий максимальный размер всей помощи одному участнику вместе с выплатами на членов семьи не может превышать 1,7 миллионов. За 9 месяцев 2025 года жильем в рамках реализации программы «Жилище» было обеспечено 27 семей. В программе устанавливаются приоритетные категории граждан, имеющие право на участие в программе. Это инвалиды первой группы Отечественной войны народа Абхазии, семьи лиц погибших или пропавших без вести во время войны,
а также лиц, погибших и пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей, при выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческой жизни. Также многодетные семьи, имеющие 3 или более детей, лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, дети-сироты. Осознаем, откровенно говоря, что не 1 200 000 действующие, не 1 700 000, которые предусмотрены с 26 года, порог максимальный, да, 1 700 000 у нас, он, конечно, не всегда помогает полностью, значит, изменить жизненную ситуацию у людей, но если работать в условиях субсидирования, софинансирования, как мы иногда говорим, или в складчину, да, то тогда результаты наверняка будут лучше, чем нынешние. Поэтому предлагаю поддержать программу, начнем ее со следующего года реализовывать. И очень попросил бы, и здесь тоже эффективность мы должны, конечно, оценивать, да, ну и в процессе реализации этой программы абсолютно это не означает, что она должна вот в таких параметрах закончиться в 2028 году. Если мы будем располагать возможностью, да, то обязательно можно вносить параметры, да, изменения как в текущем году, так и в следующем году. Может, какие-то иные механизмы, о которых мы говорим за счет других фондов, но это тоже хорошее подспорье для наших граждан, которые участвуют в этой программе. Общий объем финансирования программы развития демографии на следующий год составит 158 миллионов рублей из бюджета Фонда репатриации. Программа предусматривает единовременные выплаты семьям за рождение детей в период с 1 января по 31 декабря 2026 года. 100 000 рублей за первого и второго ребенка, 200 000 рублей за третьего и четвертого ребенка, 300 000 рублей за пятого и последующего ребенка. 50 миллионов из бюджета Фонда репатриации планируется направить на программу ЭКО, что на 20 миллионов больше, чем в 2025 году. 150 миллионов рублей будет выделено на программу по рождению ребенка абхазской национальности. В 2025 году сумма составила 120 миллионов. Проект программы развития демографии на 2026 год направлен на сохранение демографической безопасности в Республике Абхазия и создание условий, необходимых для улучшения демографической ситуации в целом, путем стимулирования рождаемости детей абхазской национальности. Основной задачей данной программы является осуществление дифференцированной единовременной денежной выплаты семьям, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия. Ключевое отличие программы на 2026 год заключается в значительном усилении поддержки многодетных семей за счет сдвига порога выплаты в 200 000 рублей на третьего ребенка и введения нового максимального размера поддержки в размере 300 000 рублей. Выплаты по настоящей программе будут распространяться исключительно на детей, рожденных в 2026 году. С нового года предлагается повысить единовременные выплаты по рождению ребенка. Для работающих родителей с 27 000 до 50 000 рублей. Для неработающих родителей с 22 до 40 000 рублей. Также утвержден максимальный размер ежемесячных пособий. По временной нетрудоспособности 22 670 рублей. По беременности и родам 30 300 рублей. Фондом был проделан огромный объем работы при... В первую очередь, вашей поддержке, Владимир Валерьевич, были увеличены все виды пособия по государственному социальному страхованию в 2 и более раза. Бюджет фонда на 2026 год разработан с учетом ранее произведенного увеличения всех видов пособий. Такие пособия, как по уходу за ребенком, достижение возраста 7 лет, достижение вот 1,5 лет, мы повысили до 7 000 рублей. Раньше эта сумма составляла 1000 рублей, потом мы ее повысили до 3, а сейчас она составляет 7000 рублей. Что учесть нужно каждому. Раньше эта сумма выплачивалась, даже при рождении двойни или тройни выплачивалась одной суммой. Сейчас мы сделали на каждого ребенка по отдельности. На 2026 год по всем нашим социальным обязательствам, буквально по всем социальным обязательствам произошла индексация. Еще раз хочу отметить, что социальные обязательства финансируются за счет вот этих бюджетов, о которых мы сейчас с вами рассмотрели. В одном случае произошла индексация путем прямого индексирования, в другом случае произошла индексация изменением подходов, критериев.
Это та социальная политика, которая реализуется на протяжении последних лет, и в 2026 год, естественно, не исключение. И здесь темпы роста опережающие, текущий, как говорится, текущий год. Очень рассчитываем на то, что, как и прежде, приоритетным будут являться именно эти расходы. Социальные, социально значимые расходы нам позволит улучшить качество жизни наших граждан. Это ключевая задача нашей с вами работы. 2026 год тоже станет базовым, отправной точкой для того, чтобы мы ориентировались на обозримую перспективу. Темпы роста. В 2026 году бюджет фонда обязательного медицинского страхования составит около 114 миллионов рублей. Основная статья расходов, по словам председателя фонда Валентины Жиба, приходится на программы родовспоможения и приобретение препаратов для онкобольных. На онкопрепараты предусмотрено более 96 миллионов рублей. Кабмин Абхазии одобрил проект соглашения о сотрудничестве с Кабардино-Балкарией. Документ предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие между сторонами. Также члены правительства одобрили соглашение между ГТК Абхазии и Таможенным комитетом Южной Осетии о сотрудничестве в области таможенного дела. Аэлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Размер пенсии отдельным категориям пенсионеров будет повышен с нового года. Также увеличен размер персональной пенсии. 13 вопросов повестки дня рассмотрели депутаты Народного собрания на первом заседании осенней сессии. Кроме того, народные избранники утвердили кандидатуру Дамира Квициня в должности первого заместителя генпрокурора. Кугуца Вардания расскажет подробности. В Абхазии установлена нулевая ставка НДС на услуги, оказываемые оператором аэропорта при международных воздушных перевозках иностранным авиакомпаниям. На первом заседании осенней сессии парламента депутаты внесли изменения в закон о налоге на добавленную стоимость. Поправки приняты в окончательном чтении. При рассмотрении данного законопроекта в мае месяце, когда комитет поддержал данную инициативу, было оговорено условие, что после того, как будет реализована эта норма, аэропорт заработает, что правительство разработает и представит все те услуги, которые были включены в перечень правительства, что они будут оформлены в виде законопроекта, чтобы исчерпывающий перечень устанавливал именно парламент. И в целях реализации данной рекомендации комитета те услуги, которые оказываются в аэропорту, и в соответствии с перечнем, утвержденным правительством, были включены в законопроект и представлены на ваше рассмотрение. По мнению депутатов, нулевая ставка НДС положительно скажется на стоимости авиабилетов и позволит уменьшить тарифы на услуги воздушной гавани. Парламентарии отметили, что законопроект может быть отменен в любой момент по инициативе народных избранников. Понятно, что этот аэропорт, возможно, сегодня не рентабельный, ну а завтра он может быть рентабельным. Почему мы себе ставим неограниченные в рамки какие-то, не ставим 2-3 года, может быть. Если необходимость будет, потом пересмотрим. Если реально необходимость в том, что не пошло она на версии рентабельности. Нашей с вами задачей, на мой взгляд, чтобы мы все друг другу помогли и сделали так, чтобы этот аэропорт встал на ноги и начал нормально функционировать. Нам это очень важно, как жителям нашей страны. Большая просьба поддержать. К тому, что говорит Кан Валерьевич, любому депутату, дай бог, чтобы работа нашего аэропорта вышла на такой уровень рентабельности, когда депутаты будущих созывов будут думать о том, чтобы не стоит ли отменить введенные эти льготы. Но сегодня это очень важно. В любой момент можно любому депутату, обладающему законодательной инициативой, выйти с такой инициативой. Парламент во втором окончательном чтении внес изменения в закон о персональных пенсиях в Республике Абхазия. Изменения предусматривают установление размера персональной пенсии в 13 тысяч рублей в месяц. Сейчас она составляет 12 тысяч рублей. Принятие данного проекта закона затронет 106 человек. Далее депутаты закрытым голосованием назначили на должность первого заместителя генпрокурора Дамира Квициня. Его кандидатура была представлена генеральным прокурором Адгуром Агарба. С учетом его опыта работы в органах прокуратуры, многолетнего опыта, я думаю, что он нам всем будет полезен и обязательно оправдает
то доверие, которое сегодня на него возложено. Большое спасибо всем депутатам, присутствующим и поддержавшим кандидатуру Тамира Петина. Спасибо. Благодарю за депутацию. Вторые слушаю. Также парламент принял закон о повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров. Предусмотрено увеличение на 2000 рублей ежемесячных пенсионных выплат пенсионерам, имеющим звание Герой Абхазии, награжденным орденом Леона и медалью за отвагу. Проектом закона также предусмотрено увеличение на 1000 рублей размеров ежемесячных пенсионных выплат инвалидам ОВНА 1, 2, 3 групп, семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии, семьям умерших инвалидов и семьям добровольцев, погибших при защите Республики Абхазия в период с октября 1993 года по декабрь 1994. Депутаты парламента во втором окончательном чтении внесли изменения в законопроект, касающийся ответственности за нарушение правил торговли алкогольной и табачной продукцией. Теперь штрафы составляют от 30 до 80 минимальных размеров оплаты труда. Далее депутаты приняли в первом и втором чтениях законопроект о конфискации и уничтожении аппаратов для майнинга. На сегодняшний день конфисковано более 4000 аппаратов, которые хранятся на складе Госкомитета по стандартам. После той нормы, которую вы приняли в 2024 году, и когда вступила в силу санкция о конфискации, с этого времени конфисковано по решениям суда более 2000 аппаратов. Парламент внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает применение штрафных санкций в отношении водителей транспортных средств при превышении скорости движения. Действующая норма от 10 до 30 км в час предлагается в данном законопроекте от 20 до 40 км в час. То есть участнику движения предоставляется возможность, может автомобиль не очень исправлен, да, дается дополнительные 10 км в час, в рамках которого он может превысить данную скорость. Следующий вопрос касался туристической индустрии и санитарных норм на местах общественного питания. Раньше закрыть заведение за нарушение санитарных условий могли на 90 дней. Согласно решению депутатов, теперь этот срок составляет 30 дней. Мне кажется, что 30 суток вполне достаточно для исправления большинства проблем, которые есть в тех или иных объектах. Если они не исправят их, если они не исправят эти проблемы, их всегда можно приостановить еще раз. Народные избранники включили часть имущественного комплекса туристической гостиницы «Амткел» в городе Сухум по улице Кабардинская в перечень объектов, подлежащих приватизации и утверждению условий приватизации. Гугу Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Перспективы межпарламентского сотрудничества обсудили спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба и вице-спикер Государственной Думы России Владислав Даванков. Российский парламентарий прибыл в Абхазию для участия в юбилейном 10-м съезде политической партии «Народный фронт Абхазии» по приглашению ее председателя Лаши Сакания. Лаша Ашуба и Владислав Даванков выразили уверенность в дальнейшем плодотворном взаимодействии, направленном на укрепление дружественных связей между Абхазией и Россией. Вы знаете, что 1 декабря 2022 года мы с господином Володиным подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволило придать дополнительный импульс нашим взаимоотношениям. Общаемся, в общем-то, на регулярной основе, оказываем содействие руководству наших стран в рамках нашего парламентского измерения. Да. Также много личных контактов с депутатами, что, несомненно, важно. Сегодня знаю, что вы посетите и юбилейное мероприятие молодой политической партии. Также за это вас благодарим, потому что подобного рода взаимодействие чрезвычайно важно для двусторонних отношений. В общем-то, добро пожаловать в Республику Абхазия. Знаем ваши отношения к нашей стране, к нашим согражданам. И будем, конечно, продолжать и наращивать наше взаимодействие. Мы действительно стараемся поддерживать постоянные связи, дружеские связи, рабочие связи. Я был свидетелем подписания того соглашения. И с тех пор, на мой взгляд, отношения только развиваются. Мы содействуем во всем руководству наших стран
поддерживаем законодательно те решения, которые приняты. Ну и, конечно, такие контакты, они позволяют лучше узнать наши страны. Вот я вчера рассказывал, то, что был в Музее воинской славы. Но вот каждый раз Абхазию узнаю по-новому. В этот раз я по-настоящему понял, насколько важна вот независимость и борьба за независимость, как она проходила. Это оставило большое впечатление. Сегодня посетим тоже. Целая такая у нас большая программа, в том числе съезд. Договорились дружить, обмениваться опытом. У каждой партии есть свои программы, есть свои проекты, которые можно делать какие-то совместно, просто обмениваться опытом. Вчера встречались с руководством МВД, поговорили про молодежь, про нашу. Многие проекты, которые здесь есть, они тоже там созвучны, которые есть в России по борьбе с наркотиками, в целом воспитание нашей молодежи. Съезд политической партии «Народный фронт Абхазии», приуроченный к десятилетию организации, прошел в Сухуме. В мероприятии приняли участие вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков, депутаты Народного и городского собраний, члены партии и общественность. Репортаж Гунды Шоуа. До начала мероприятия, посвященного десятилетию партии «Народный фронт Абхазии», гости и члены партии почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. В церемонии возложения цветов в Парке Славы приняли участие министр просвещения республики, члены партии и представители молодежных военных организаций. Открывая юбилейный съезд, председатель партии Лаша Саканя отметил, что партия поддерживает курс президента Бадры Гунба. Он отметил, что 10 лет партии не просто символ времени, а рубеж зрелости и итог большой и честной работы. Все эти годы партия ставила перед собой единую, неизменную задачу – обеспечение стабильного развития Республики Абхазия, укрепление ее международных позиций и поступательное движение вперед в экономике, культуре и социальной сфере. Как основатель и председатель партии я убежден, эти цели впредь останутся основным вектором нашей политической деятельности. Мы начинали как молодые управленцы, искренне веря в идею служения Родине. С каждым годом мы становились сильнее, опытнее и увереннее. 10-й съезд Народного фронта Абхазии прошел в необычном формате. Вместо традиционной повестки – экономический форум, где была представлена новая политическая программа партии, обсуждены конкретные предложения по развитию страны. Развитие сотрудничества между Россией и Абхазией продолжается, особенно в сферах технологий, образования и обмена опытом, отметил заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков. А отношения между нашими странами улучшаются из года в год. Такую динамику придают наши президенты наших стран, парламенты наших стран. Мы стараемся также поддерживать эту динамику. Ну а мы на уровне партии обмениваться опытом. Опыт большой есть в Абхазии, есть опыт большой в России. И вот многие темы, например, работа с молодежью, образование, инновации, это все то, что поможет нашим странам быть уверенно смотреть в будущее. В 2026 году партия «Народный фронт Абхазии» и «Новые люди» заключат соглашение, сообщил в ходе пресс-подхода заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Владислав Даванков. После официальной части мероприятия вице-президент Беслан Бигвава, председатель партии «Народный фронт Абхазии» Лаша Саканя и Владислав Даванков ответили на вопросы журналистов. Лаша Владимирович всегда оказывал поддержку и школам, и нашему спортклубу, футбольному клубу, никогда не оставался на обочине, всегда был рядом, всегда проявлял такого рода инициативы. Мы с ним проработали почти 4 года, он никогда не был безучастным к проблемам. И это не только касалось Орджоникидского района, но и других районов. Конечно, что я и говорил, хотелось бы пожелать мудрости решений и политического долголетия. Встретились с активом, встретились с основателями. И, конечно, под большим впечатлением от того, как уже много сделано в самой партии, ее активом, ее, знаете, самыми активными людьми. Мы были в военном госпитале, посмотрели открытие новой библиотеки. Мы обсудили с ними шаги на будущее, как мы можем вместе сотрудничать. Нашли очень много общего, общей темы наших программ и, главное, совместные проекты. Пригласил коллег посетить Москву в конце января тоже на наш съезд.
где мы планируем заключить соглашение о сотрудничестве для того, чтобы еще больше поддерживать друг друга, потому что отношения как между нашими партиями, так между нашими парламентами, президентами и, главное, нашими странами только улучшаются. И мы надеемся свой посильный вклад в это сделать, в это развитие не только экономических, но и культурных отношений, ну и братских, дружеских отношений. Наша партия как работала, так и будет работать дальше. Мы будем помогать районам Абхазии, мы будем заниматься благотворительной деятельностью. Все то, что мы делали, мы будем с большей отдачей делать. И более того, с появлением таких друзей, как партия «Новые люди», когда мы заключим соглашение, я думаю, у нас все пойдет по-новому. Новые люди, Народный фронт Абхазии – это две партии, которые будут бок о бок идти в Абхазии и в России. В заключение председатель партии Лаша Сакани рассказал о том, что партия выдвигает 4 кандидата на выборах в органы местного самоуправления. Также партия «Народный фронт Абхазии» заявила о намерении поддерживать политический курс, направленный на укрепление суверенитета и социально-экономическое развитие республики. Кундашова, Давид Хашиг, Абхазское телевидение. Дикая дивизия Донбасса опровергла фейковые письма, поступившие на электронные адреса госорганов от имени интернациональной бригады «Пятнашка». В заявлении подчеркнуто, что рассылка – вброс украинских спецслужб, цель которых посеять недоверие и создать видимость несуществующих проблем в рядах подразделения. Бригада «Пятнашка» действует в постоянной координации с руководством Абхазии, и все вопросы решаются через официальные каналы. Граждан и госструктуры призвали проверять информацию и не поддаваться на провокации, направленные на подрыв единства и стабильности. В Абхазию прибыла группа сотрудников МЧС России, состоящая из специалистов различного профиля. Главная цель приезда российских спасателей – оказание содействия абхазским коллегам в решении текущих проблем и определение перечня первоочередных мер по повышению качества работы, технического оснащения и новых подходов в решении задач по защите населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. В течение рабочей недели российские специалисты будут работать во всех районных подразделениях МЧС Абхазии, определять параметры конкретной поддержки того или иного подразделения. По итогам будет сформирован совместный план действий МЧС России и Абхазии по сотрудничеству и взаимопомощи. Решение о приезде группы сотрудников спасательного ведомства России в Абхазию было принято по итогам встречи в Москве министров Александра Куренкова и Льва Квициния. МЧС Абхазии передан набор бензопил, применяемых при устранении последствий чрезвычайных ситуаций. 10 наборов спецоборудования помогут спасателям в экстренных случаях при распиле упавших деревьев или обрушении деревянных конструкций. Вице-премьер-министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут, передавая специнструменты, отметил важность обеспечения сотрудников МЧС всем необходимым для оперативного и качественного устранения последствий ЧС. Глава спасательного ведомства Лев Квициния поблагодарил за оказанную поддержку и выразил уверенность в том, что спасатели сделают все возможное, чтобы успешно справиться со всеми поставленными задачами. К другим новостям. В Абхазском государственном университете начались ежегодные семинары по повышению квалификации для учителей абхазского языка и литературы. В этом году в них участвуют 48 педагогов из всех районов Абхазии, в том числе школы-интерната. Лекции проводят профессоры и преподаватели кафедры абхазского языка и литературы АГУ. Семинары будут проходить 2 дня. Задача – расширить кругозор учителей, ознакомить их с различными методиками преподавания. Курсы организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки специалистов при АГУ совместно с Министерством просвещения. Сегодня мы начинаем семинар по абхазскому языку и литературе, семинар-практикум по абхазскому языку и литературе для учителей общеобразовательных школ. Семинар это 2-дневный, он включает в себе и теорию, и практику. Присутствуют учителя с разных районов. Это Тхорчала, Чимчира, Гудаута, Гагра, из других районов и наших интернатов. Целью наших курсов является это совершенствование компетенций учителя и также улучшение их теоретических знаний. Мы надеемся, что курсы будут плодотворны.
10 учеников пицунских школ приглашены на неделю атомной моды в Москве. Путевки школьникам вручила директор департамента по работе с регионами и органами государственной власти концерта «Росэнергоатом» Светлана Чурилова. В рамках работы фестиваля фотографии «Территория успеха в объятиях природы». Фестиваль «Территория успеха в объятиях природы» – международный проект Росатома, прошел в Пицунде, приурочен к 80-летию атомной отрасли России. Фотопроект был запущен 8 лет назад. За это время в нем приняли участие и стали победителями 250 человек из России, Абхазии, Белоруссии и Венгрии. Среди них 15 детей из Абхазии. Цель проекта – поиск и поддержка талантливых детей в области фотографии, ранее профориентация, а также популяризация культуры безопасности атомной энергетики через художественные образы природы атомных городов. Группа школьников из Абхазии проводит осенние каникулы в Санкт-Петербурге. Поездка организована администрацией Санкт-Петербурга совместно с почетным консулом Республики Абхазия Владимиром Бигвава и председателем политической партии «Народный фронт Абхазии» Лашей Сакане. В составе делегации 42 школьника, 8 студентов и 5 сопровождающих лиц. Для них организована насыщенная культурно-досуговая программа, включающая посещение значимых памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. Студентам также предстоит пройти программу подготовки к чемпионату профессионального мастерства «Профессионалы». Будущие специалисты изучат теорию в колледже кулинарного мастерства и колледже туризма Санкт-Петербурга, которую затем применят на практике. По окончании программы все гости будут награждены памятными подарками. 19-я республиканская военно-спортивная игра «Аяйра» стартовала в Абхазии. Она посвящена 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзенба. Школьники будут состязаться в строевом шаге с песней, подтягивании, беге на разные дистанции, стрельбе из лука, разборке и сборке автомата, стрельбе из автомата, метании гранаты, перетягивании каната и комбинированной эстафете. Мероприятие продлится до 1 ноября. Первый тур чемпионата по национальной абхазской игре «Аймца Кячера» завершен. Всего провели 4 игры. Афонский Апсара одержал победу над командой Сухумской школы номер 1. Команда Чело обыграла Кутол. Среди юниоров победу завоевали Сухумские школы номер 1 и номер 5. Следующий тур состоится в селе Чело 2 ноября. Всего запланировано 5 туров. Чемпионат продлится до середины декабря. И в завершении выпуска о погоде. В среду, 29 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. С ночи до полудня дождь, гроза. В предгорных районах возможен дождь с градом. Температура воздуха ночью 10-15, днем 12-17 градусов. Температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.